Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей конференции. Мы начинаем нашу секционную площадку в рамках научно-практической конференции, которая звучит как «Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка». Хаклыштишсем, ибер энергии кун, научка практика конференции инче, пирень, чельхисине мле сахласах вармалы шинчин, потемешли калашрамар. Паянхи бирмалаллады затпыра паянхи конференции. Шаванбада паянхи конференции секция ресурсное обеспечение сохранения и развития родного языка. Ятла чувашла галазасын и пень пирень хамар таван чельхине сыхлазах варма менле хатерзимбе усукурмалла. Уважаемые коллеги, в течение вчерашнего дня, в течение пленарной части нашего заседания, мы вчера говорили о сохранении родных языков. Конечно же, нет конкретных примеров, конкретных решений, как надо поступать, как надо сохранять языки. Были бы, если примеры конкретные, мы бы уже нашли решения и применили бы эти решения для того, чтобы сохранить наши языки. В течение сегодняшнего дня секция наша называется «Ресурсное обеспечение сохранения и развития родных языков». Мы поговорим о том, какие ресурсы нам недостаточны, что нам нужно еще применить, какие новые технологии нам нужны для того, чтобы развить и сохранить наши родные языки. Уважаемые коллеги, у вас у всех на руках есть программы, но, к сожалению, немножко у нас будут изменения. Вы знаете, что у нас идет трансляция на YouTube-канале. Кроме этого, у нас наши эксперты соединяются с нами через Zoom-конференцию, поэтому мы немножко изменим ход нашей программы. И сегодня в начале нашей секции я хотела бы дать слово неравнодушному, самому неравнодушному человеку нашей республики, человеку, который душой болеет за чувашский язык, Александр Васильевич Блинов. Вы его все знаете. Пожалуйста, Александр Васильевич, вам слово. Хорошо, спасибо. Можно я отсюда буду говорить, мне так удобнее, может быть, да? То есть я надеюсь, что действительно по своей воле вы сюда все пришли, и очень надеюсь, что, может быть, мы действительно, у нас будет какой-то результат из того, что мы здесь в очередной раз собрались. С чего я хочу начать? Я хочу вас спросить сначала, как вы думаете, что будет с чувашским языком через 50 лет? Ну, давайте я спрошу менее абстрактно, да? Будут ли ваши 50 лет, внуки, да, говорить дома между собой по-чувашски? Будут ли они общаться с друзьями на этом языке? Будут ли они признаваться в любви по-чувашски? То есть попробуйте, визуализируйте, да, то есть будет ли такое, произойдет ли такое. Ну и, соответственно, наверное, здесь в библиотеке будут ли надписи по-чувашски при входе в библиотеку? Или вывески, да, на улицах, будет ли транспорт говорить по-чувашски, будут ли преподавать чувашский язык в школе. Мне очень бы хотелось, чтобы вы немножко визуализировали этот момент. Сегодня ученые-лингвисты, но в последнее время мне просто приходится периодически встречаться, общаться с разными людьми, почти как один говорят и убеждают нас, что языки должны умирать. Это нормально. Вы знаете, я просто настолько удивляюсь. То есть, в общем-то, и, естественно, этому вторят политики. Ну, с политиками понятно, им удобнее, да, то есть вот государству удобнее иметь один язык. Почему? Ну, потому что управлять людьми легче. Понимаете, когда мы все на одном, все одинаковые, такими людьми всегда легче управлять. Вспоминаем Советский Союз. Да? Я не хочу сказать плохо про Советский Союз, я, наверное, даже больше преимуществ найду, да? То есть, потому что я не такой противник, то есть надо все смотреть сбалансированно. Я просто говорю, когда все одинаковые, всегда управлять легче. Ну что с учеными? А ученые, конечно, для них это объект изучения. Лингвисты я имею в виду, да? Ну вот как, там, я не знаю, биолог изучает букашечки, да, там паучков изучает. Ну да, погибает, ну что теперь поделать, еще один вид погиб. Это грустно, он переживает. Но что такое для нас язык? Язык это все-таки для нас не какая-то такая абстрактная субстанция, да, то есть язык это прежде всего сфера эмоциональная. Через язык мы
пропускаем многие жизненные эмоции, такие как любовь, как ненависть, как радость. И если мы это пропустили через свой родной язык, для нас это больно. Для нас это эмоционально как-то трудно. Я у своих родителей, знаете, когда я начинал заниматься проблематикой чувашского языка, 11 лет, я уже на такой отчет пошел, я говорю: мам, папа, я хочу с вами теперь говорить только по-чувашски, я понимаю, что мне это нужно. Они говорят: Саша, зачем тебе это вообще нужно? Никому чувашский язык не нужен. Это все, брось этим заниматься. Я говорю: нет, не буду. Я не стал их переубеждать, но прошло 5 лет. И они мне звонят: Саша, а ты знаешь, как по-чувашски вот это? А вот знаешь вот это? Я приобрел второй раз как бы родитель. Вы представляете, сколько у нас общего нашлось, да? Насколько мы начали лучше понимать друг друга. Я знаю, как им важен этот язык, как внутри у них этот язык сидит и насколько они задавлены тем, что им трудно выражать мысли. Они говорят с акцентом. Папа мне до сих пор говорит: чумадан. Мне казалось раньше это смешно, теперь я не смеюсь. Я смеялся над бабушкой, мне казалось, как она так не умеет разговаривать. А теперь я восхищаюсь. Восхищаюсь, сами понимаете, условно восхищаюсь. Да? То есть я радуюсь, что она умела так говорить и как красиво выражала мысли. А ведь если умирает наш язык, то и мы вместе с ним немножечко умираем. Мы умираем. Я понимаю, что сейчас, да, в наше время, то есть, опять же, возвращаясь к политикам, нас убеждают, что да, это нормально, мы должны умирать, то есть языки должны умирать, потому что так всегда было. Человек же живет, он умирает, и вот, пожалуйста, языки. И, иногда для того, чтобы немножко как-то это сгладить, нам дают такие таблеточки, там вот сейчас 100 лет Чувашской республики, я не знаю, этот значок, по-моему, дали всем. Хорошим людям. Я не говорю, что это плохим людям. Я очень счастлив, что, может быть, есть какая-то такая форма поощрения. Но разве это спасает язык? Разве ради этого мы здесь, в общем-то, здесь собираемся или что-то делаем? Сегодня внушает еще другую мысль, да, сейчас, в общем-то, это подхвачено, что язык — это дело наше, от нас все зависит. Государство тут как бы чуть-чуть ни при чем. Да, типичный пример того, что у нас произошло в школах. Факультатив. Чуваш? Учи чувашский. Твой родной язык. Это не мой родной язык. Как никогда произошло разделение сейчас по национальному признаку. Мы это прекрасно тоже понимаем. И некоторые вещи буду пропускать. Да, и как в свое время, не знаете, наверное, Николая Егоровича знаете все, он как-то так сказал, что, я немножко переначу его слова, но суть остается та же, что витальность языка зависит от количества людей, которые готовы умереть за него. Конечно, не надо умирать за язык, да, то есть как это произошло у нас в случае в Удмуртии, да, не надо умирать. Но жить с любовью в такой к языку, что ты готов, это, наверное, это очень важно. И это определяет именно витальность языка. То есть насколько мы готовы родить за свой язык. И вправду, а что мы можем изменить? Можно ли что-то изменить? Можно ли уменьшить языковой сдвиг или даже его повернуть вспять? Конечно, можно. Примеров тому немало. И для этого, опять же, повторяюсь, не обязательно умирать. Можно жить. Нормальной жизнью причем. Но для этого, конечно, нужна как, с одной стороны, гражданская инициатива, так и политическая воля. Вот когда два вот этих элемента действуют заодно, тогда у нас всегда, по большому счету, позитивный результат. Тогда мы можем говорить о том, что язык будет жить. Вот представьте, да, вот у меня образование психолог, да, кроме того, что я учитель французского языка, я психолог. И мы прекрасно знаем, если внушать ребенку: ты бездарь, ты дурак, у тебя ничего не получится, что будет с этим ребенком? Да у него ничего не получится, он будет в жизни неудачник. Но если мы будем внушать ребенку: ты гений, ты молодец, у тебя все получится, да, бывает всякое, тогда все будет по-другому. Ценностная ориентация, то есть направление. А не это ли есть языковая политика, о которой мы здесь, не непосредственно не языковую политику, конечно, а в том числе и об этом мы здесь, наверное, сегодня говорим. В Европе
в конце прошлого века, в конце 19 века, получила развитие такая наука, как социолингвистика. Социолингвистика, к счастью, отвечает на многие те вопросы, о которых мы сейчас здесь говорим. В принципе, это такая же наука, как биология, математика, физика, лингвистика, тоже наука. То есть есть какие-то закономерности, которые приводят к другим закономерностям. И что же? Я уж не буду, конечно, сейчас пересказывать краткий курс социолингвистики, да, то есть я хочу сказать, что, наверное, в нашем случае она определяет 3 основных фактора, которые способствуют витальности, жизненности языка. Первое – это обучение языку. Второе – это престиж языка. Третье – это его применение, использование языка. Ничего нового на белом свете, ничего нового. Так давайте попробуем более… Да, и ни один из этих факторов, если мы только одному фактору выделяем внимание, то в целом вот этот гештальт не получается. То есть у нас не срабатывает вся система. Недостаточно только преподавать язык. Нужно, чтобы этот язык был престижный. Нужно, чтобы этот язык применялся. Что мы делали для того, чтобы этот язык преподавался? Да? Это единственное, наверное, в основном это было на плечах Министерства образования. Вот в школах преподавали 2 часа, и все. Вроде мы делаем все, что возможно, чтобы язык жил. Не будет он жить. Приведите примеры в этом мире, где язык бы жил. Только, вчера, конечно, здесь звучала речь, мы самая уникальная страна, у нас больше всего языков, но, извините, Папуа-Новая Гвинея. Я не хочу пример приводить, я просто говорю, есть и другие страны, где тоже много языков. Индия, в конце концов. Огромный континент, где взаимодействуют, у них тоже есть чему поучиться, кстати. Итак, обучение. Мы, конечно, обучали. Было очень много проблем. Но извините, пожалуйста, за 25 лет научиться из неподготовленных учителей чувашского языка сделать специалистов – это небольшой срок. Мы только начали. Много делалось неправильно. И вчера об этом тоже говорилось. Мой сын должен был выучить, и он плакал. Во 2 классе мой сын, с которым я начал говорить по-чувашски, начал плакать, что ему завтра надо выучить 15 названий этих, птиц. Кому не нужны эти птицы? Не нужны. А он был отличником, он был лучшим, потому что я был единственный папа в классе, который говорил с ребенком по-чувашски. Естественно, были проблемы, но ситуация-то начала меняться. И вчера Юрий Николаевич, я не знаю, кто ему там сказал, говорит, аудиоматериалы. В 2016 году учебное пособие Калага. Для этого я его и делал-то, в общем-то. Пожалуйста, аудиоматериалы все есть. Есть переводчики. Сделано не для… Это пособие для учителей. Это пособие сделано для детей, чтобы им было интересно в руках держать книжки, чтобы они смеялись. И я вижу их радость, когда они держат эти учебные пособия и смеются, потому что там смешно и весело, им интересно. Но и для родителей, чтобы родители могли помочь своим детям услышать, как звучит язык и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это не ново, ничего нет нового на белом свете, по большому счету. Да? То есть наше отношение может быть другим, а вот это важно. Итак, что важного, когда мы преподаем? Язык не самоцель. Чувашский язык, татарский язык, английский язык является инструментом для получения новых знаний. Если мы вот это себе как-то зафиксируем, я не знаю, как другое слово найти, да, то мы по-другому будем относиться ко многим вещам. Потому что зачем нам как таковой чувашский язык, если он не применим? А инструмент, он должен применяться. Через чувашский язык мы должны получать знания. То есть через чувашский язык мы должны читать, что оказывается, там был такой футболист Пеле легендарный. Или что были известные физики. И что оказывается, Гарри Поттер тоже может говорить по-чувашски. Вот это детям интересно, что это часть нашей жизни, а не в 18 веке, как мы обычно любим начинать. У нас здесь, вчера здесь пляски и танцы, 19 век, скажем, да, так мы показываем, мы хотим зафиксировать вот эту модель в сознании. Чиновники нам пытаются внушить, что это язык. Нет, это не язык, это фольклор. Язык – это немножечко политика. Но политика, конечно, здравая, сбалансированная, умная политика.
без унижения других народов. Без унижения других народов, это очень важно. Я надеюсь, еще укладываюсь, да. Второй момент — престиж. О престиже мы тоже очень, в общем-то, часто говорим, но сами понимаете, да, престиж национальных языков не только в Чувашии, мы можем об этом говорить и в Татарстане, и так далее, не очень высок. Ну, зачем этот язык? Вчера и вот отец Савати меня, конечно, очень порадовал. Я лично его знаю давно, был студентом Иньяза, мы с ним познакомились. Сейчас, конечно, он не очень помнит, но мы его приглашали, помню, как интересного человека к нам на Иньяз, факультет иностранных языков, где я учился. И был очень классный разговор, и поэтому мне очень приятно, что он вчера здесь выступал и говорил. То есть человек, ну, такого сана, то есть, в принципе, мне кажется, это очень важно, что он тоже переживает за язык. Для нас это хороший знак, я считаю. Понимаете, когда в школе я не могу поставить оценку по чувашскому языку, я преподаю в первой школе, специально пошел, ну вы все знаете, я пошел, чтобы апробировать, да. И у меня 1 час в неделю, я не имею давать домашние задания, не имею ставить оценку. Какое отношение у детей к этому предмету? Да, у меня делают, конечно, несмотря на то, что написали заявление, но это так. Успею — сделаю, не успею — нет. По английскому нет, там 3 или 4 часа у меня детишки изучают. Как вы думаете, что в престиже? Вопросов не возникает. Когда человек средних лет подходит в МФЦ, у нас здесь МФЦ-центр, знаете, обращается по-чувашски, и с покосившейся ухмылкой молодая девушка отвечает: «Я вас не понимаю. Говорите по-русски». Это считается нормой, да, то есть это проблема чья? Проблема этой женщины, потому что она не знает русского языка. Я как бы с этим согласен, но с другой стороны, если есть у нас политическая воля, если государственный орган, человек должен хотя бы сказать несколько слов на языке родном более 50% населения. Более 50, я повторяю, у нас уникальный в этом отношении регион. Когда старшеклассники, переговариваясь между собой, точно знают, что они не хотят учиться в Чувашии, 5-й гимназии, я знаю, мой сын там учится, никто не хочет, и учителя им внушают: в Москву, в Чебоксарах, вы что, дураки? Чего мы хотим? Какой престиж у языка, тем более? Я понимаю, что я очень много проблем задеваю, вы тут разволновались, я так понимаю. Я сейчас тоже вам предоставлю слово. Я специально немножко заостряю эти моменты. Конечно, это проблема социальная, но она здесь, она тутошняя. Дети и люди живут этими проблемами. Когда чемпионат мира и по всему городу развешаны плакаты на русском и английском языке, мы понимаем, что чувашский язык не престижен. И это все, ну, знаете, что такое сознание, подсознание. Это на подсознании понимают все. Он не нужен. Это престиж. А что нам мешает сделать престижным, например, билингвальное обучение? Билингвизм, пропаганда. Я не знаю, я уже, куда меня только не приглашают, я везде рассказываю, двуязычие не мешает, а только помогает. Но где пропаганда, где государственная политика в этом отношении, где говорят, что 2 языка это полезно знать? Мой ребенок, которому не досталось русского языка, потому что мама говорила только по-русски, я говорил только по-чувашски с ним, он по-русски от меня услышит, для него какой-то шок, наверное. То есть, ну, он слышал, конечно, что я говорю по-чувашски, конечно. Самый лучший в прошлом году в 10 классе в Олимпиаде по русскому языку в 5-й гимназии среди мальчиков. Я хочу сделать. Он не готовился, он и не собирался, ему не интересен русский язык. Ну, попал. А те, кто готовились, собирались и так далее, они не попали на Олимпиаду. О чем это говорит? Язык не мешает. Понятно, что, может, у меня какой-то сын особенный. Да нет. Я бы не сказал, что у меня самый лучший. Тоже прогульщик, может пофилонить и так далее. Есть о чем поговорить в плане воспитания, да? Применение. Действительно, зачем нужен чувашский язык? Чтобы собирать такие конференции? Нормальный человек, если он не чиновник, учитель чувашского языка или что-то как-то связано с этой сферой, наверное, сюда и не придет. Ну, собираются же здесь любители, как
любители кошек, филателисты. Они тоже собираются, у них тоже классные, кстати. Может быть, даже побольше в плане аудитории, количества людей, да. Вот. Но и мы можем же, в принципе, для того, чтобы не, как мне тут услышал от одного чиновника, чтобы не, как же он сказал, не оскорблять чувства русскоязычного населения. Но, понимаете, да, тут постановка вопроса, чтобы русскоязычный человек не чувствовал себя оскорбленным. Ну, понятно, что о чувашах, там, татары речь не идет, потому что понятно, что они должны знать русский язык. Мы видим, что это не паритет, а особенно вот это государственно образующий народ, меня это лично оскорбляет. Я не знаю, как вас. То есть мои деды, которые воевали, один погиб до 1944 года, был на передовом фронте, да, в июле его забрали. Он не государственный образующий народ, наемник, что ли, или кто он еще? Меня это оскорбляет. Что нам мешает, например, когда приходишь в магазин, обратиться к человеку по-чувашски? Что? Да потому что мы не можем сказать, я не знаю, говорит он по-чувашски, нет, он оскорбится или нет на мои слова. Это же вполне реально. Я часто прихожу в магазин, многие продавцы меня знают, улыбаются. А знаете, что замечательно происходит? Я начинаю говорить, и люди, которые здесь говорили по-чувашски, говорили по-русски, по-чувашски между собой, подходят к продавцу, они слышат, что я говорю по-чувашски, и тоже начинают говорить. Это же применение языка. Что в этом плохого? А если повесить какую-то лейбочку, я могу говорить там, как я тут написал, «Эбеч вашлада поледи» или «Мамбач вашлада калашма булать». Там надо подумать над формулировкой. Я говорю и по-чувашски, или со мной можно говорить и по-чувашски, и по-русски, соответственно, да? Что это мешает? То есть есть такой опыт, и это работает. Нужна что? Политическая воля. А что это политическая воля? Это, еще раз повторяю, это, с одной стороны, союз чиновников и власти, и с другой стороны, гражданская инициатива. Есть у нас гражданская инициатива. С этими идеями мы выступаем уже энное количество раз. Ну, вы знаете, я, наверное, не первый раз, кто меня знает, наверное, я ничего нового вам не сказал. Хорошее образование, но и на чувашском языке. Только вчера было про садик. Трудно организовать группы. Я не знаю, что еще делать, в какие инстанции стучаться. Организовал, ну, знает тут, наверное, да, я тут уже организовал детскую студию у себя, чтобы дети обучались. Сейчас они в библиотеке занимались, пока не начался карантин. Что мешает детей воспитывать, и обучать и говорить на чувашском языке? Ничего не мешает. Мы можем это делать. Я понимаю, что это не всегда только гражданская инициатива. Если будет еще помощь государства, это будет работать лучше. А что касается обучения, да, и гражданской инициативы, убеждает, да, действительно, это все на наши плечи. Но вот сравните простой пример. 3 района, которые соприкасаются друг с другом, к которым относятся к 3 разным субъектам федерации. Ульяновская область, Цильнинский район, Шамуршитский район, Чувашской республики, Дрожжановский район, все знают, да, наверное, Татарстана. Как вы думаете, где на чувашском языке говорят меньше всего? Даже не надо отвечать, да, вы все знаете, да, ответили. Почему? Потому что была государственная поддержка. И не без государственной поддержки мы никуда не денемся. И нам ничто не мешает, то есть не мешает, опять же говорю, тут должна опять и политическая воля быть. Да? Я думаю, если совместно с торгово-промышленной палатой, с Игорем Владимировичем Кустарем, которого я тоже очень хорошо знаю, я не думаю, что он будет принципиально против. Я так думаю, я, конечно, с ним не разговаривал, но мы могли бы, например, предприятие просить и маркировать продукцию и на чувашском языке. Это ерунда, мелочь. Если, ну, вы все знаете, я тут немножко пропагандой займусь, школой иностранных языков, язык для успеха, где я работаю. Мне это не стоит дополнительных денег. По всему городу светится Ют-Челье шкуля, да? Что мне это стоит? Ничего не стоит. Когда они заходят в офис, они у меня читают там выражения айги, в том числе по-английски, по-французски, на русском и слова айги, например, на чувашском языке. Мне это ничего не стоит, это мне не стоит дополнительных денег, мне это важно. Но я понимаю, что невозможно заставить всех бизнесменов или кто там еще, да, то есть, ну, поступить так. Но если есть какие-то регламентирующие документы, это поможет, я считаю.
Опять же, мы не сохраним, наверное, чувашский язык, если все вывески не будут двуязычными. Нам трудно будет сохранить чувашский язык, если в этом не будет заинтересовано и русскоязычное население, которое должна чувствовать важность и ценность населения, языка, среди которого они живут. Русскоязычное население, причем очень много русскоязычных людей, моих знакомых, с удовольствием учат чувашский язык, поддерживают. И мы наблюдаем несколько иную картину, когда речь идет о чувашеязычных, когда в классе заставляет ребенка не говорить по-чувашски, хотя сами чуваши. Да? То есть, в принципе, этого тоже очень много, к сожалению. То есть в этом отношении работа очень важна. Ну, я еще раз повторюсь, да, то есть здесь речь не идет о том, что я пытаюсь обвинить государство. Ну, наверное, вы тоже меня знаете как человек, который делает сам. Я много что делаю, очень много проектов, и всегда ищу партнерство с государством. Я считаю, что по-другому нельзя, потому что наше государство – это и мы тоже, и гражданское общество, и население, мы все вместе должны решать такие вопросы. Но это не должна быть игра в одни ворота. То есть это не только гражданская инициатива и какие-то символические формальности на уровне 19 века со стороны правительства, да, которое происходит. Так что, еще раз хочу вас спросить, что же будет с чувашским языком через 50 лет? Подумайте, пожалуйста, об этом. Меня 11 лет назад, когда Эктор Аласефон спросил меня, это, наверное, стало тем поворотным моментом, который изменил мое отношение к чувашскому языку. Я раньше считал, да, чувашский язык процветает, все прекрасно. И мои же родители говорят, но когда я увидел проблематику, то я понимаю, что это далеко не так. И многое зависит от того, какие решения будут приниматься сейчас. И хотя, конечно, наверное, для многих из вас, вы уже до того, как я вас спросил, вы знаете, у вас есть какое-то представление обо всем об этом? Конечно, есть. И мой больше вопрос такой провокационный, я это прекрасно понимаю. Хотя, с другой стороны, знаете, я принимаю участие в различных конференциях, по которым потом, ну, я надеюсь, что здесь будет какой-то итог, результат. Мы поговорили, пообщались, разошлись, встречаемся, я вижу, ну, 50% лиц, которые, да, 50, даже больше, я 80% вас здесь знаю. Мы опять встречаемся с той же аудиторией, говорим те же самые слова. А что поменялось? Да ничего. А может быть, те деньги, которые потрачены на этот форум, потратить на какой-нибудь мультик детский, классный, чтобы все дети хотели его смотреть. Было бы шикарно. Я понимаю, что вы со мной не согласны, но это мой опыт 11-летней деятельности в этом плане. Хотя я сам активист, языковой активист с 14 лет. То есть я занимался проблематикой языка, и я представляю, как функционируют языки в мире, как функционирует английский язык. И что такое языковая политика. Нас всех готовит КГ по английскому языку, но мы же прекрасно знаем, знаете, что нужно, чтобы наши дети заговорили по-английски? Или понимали его, по крайней мере? Включить мультики без субтитрами. Пусть дети смотрят. Через 10 лет мы вырастим поколение, которое будет говорить по-английски, будет говорить, фу, зачем нам это русский язык? А нужен нам это. А теперь спроецируйте это на чувашский язык. То, что происходит. Вот это языковая политика. Я не хочу такой языковой политики. Все, спасибо, извините. Если есть вопросы, готов ответить. Знаем действительно, что он много делает для развития, для сохранения чувашского языка. Может быть, есть какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Сергей Дмитриевич, может, есть какие-то комментарии? Выделено на это мероприятие, передать на мультфильмы. Мы с удовольствием, только это надо подавать не к нам, задавать вопрос, а задавать вопрос нужно Федеральному агентству по делам национальности, чтобы они выделяли деньги на эти проекты, а не на проведение вот этих мероприятий. Я не согласен с вами во многих позициях, но мы с вами потом в кулуарах пообщаемся. Спасибо большое. Но как раз продолжение темы, наверное, Александра Васильевича я хотела показать попозже, но хотели бы сейчас, чтобы вот поставили мультик на чувашском языке. Мы начали эту работу с субтитрами. Попозже будет у нас на связь с нами выйдет федеральничек Артем, он у нас с Украины.
тоже энтузиаст, тоже очень болеет за чувашский язык, хотя сам самостоятельно выучил этот язык, и при этом обучал разным технологиям, как обучать чувашский язык здесь, именно у нас в Чувашской Республике. Пожалуйста, у нас есть мультипликационный фильм. Мы сначала, Артем, посмотрим, а потом с вами свяжемся, хорошо? Работу это начала Чувашский республиканский институт образования. Мультипликационный сериал «Гора самоцветов», который снимал... Сибирь, ну, Россия. вот сейчас сначала посмотрим. Россия гербе, и те пушло ылдана муртаек. Унын кагырышынче, Георгий шиндерюже. Вал узалаштагана сонабатеп давать. Россия ялада вижедесле. Шура аншлах падазалах. Квак тюбет адаш анышлах. Керле мукталпа баттымлах. Пиріндаван жыржывын деп кулы мускал. Пирін жыржыв Европа базире сарылза вырдать. Шактынже байсыне авалхи Уралдығы зем уйраще. Уралдығы зем кондыр енже пушкырт зем бұрынаще. Шак ейн кай кыжыкпе, улыба, тада тискер тере чумба буян. Шаванбах пушкырт республикин теп хулин гербі жіне сазар үгерне. Кунда да нумайдалин мелле тискері кайык бур. Шилган таш хавалинже авалхи шынзем мамын сембе майрагал самза үгерне. Пушкарцем, шапла юланущазем, вулихчерле херчетегензем, оста хурт хамаршазем. Энжеречи тутлы пыл, пушкарт ень пыле, унда пыл хуртезем, кайны евре булас. Тада кутара хаклы иши чулзембе палазатырай. Уйрамах яшмаба. Палах кунда кызыклы юмаксыне яставаща, тада калаза бараща. Өзенжен кашные илемле ахах мережень. Талах тиля. Бір ымыркаш ыр хужайытыне урама каларманчух. Эй, камында? Вот сандак. Бір мақпа қаласан. Витререн тоқныбек. Терес кутадамен хел келсен бідет бір вет. Бір-біріне бұлышса бұрынар. Егер мұлғашпа, ек выбірле. Бір жывардан чизе бұрнат бар. Вещень вара, вещень. Хелгашмада шамал. Терезех шурт кубаласын лайық чеде. Шутку баласан лайық чеди, анжақта. Дәлмес бір кубалама. Балаш іште. Вол біреме шавдан зем авытма бұшлы чейн де вішленмез. Ағымынлі, ой! Ой, ашта еді. Ұшта, вұрманда. Мүлі қаплайызы. Бұнда летне? Ебі кондырашын дудады. Хужабадынче бұрынза елықырам. Авдан ешке бізілме шутлан еккені бол. Мына унан авдан ешкенже иклеттер еді. Юрия, yol берінбе хелгашма. Денезі. Шуртлатма біледен. Шурды, паллах, унан шамал әште жоқ. Өзен бірле бұрынма тыдынчыш, хеле қадірленеші. Уба ударды дать, хеле былба чейше стезе. Юхан живра кашкырып пулы тыдать, тетемле деть, тогда тебе деть. Курға дұрдать. Ай-ой, не. Авдан бара, авдан бақча құраллать. Туссем, әнелі маршы. Чынақта әне пидела хабала сөт. Шу, Ашкагай. Гитлер, хадраха туссем сәтрен шудова бар. Келле унбат тәхімленін зебұрына бар. Терес, шапла бізем энейле стеріш. Угач, ескундан тузықла. Халлеге молгаш хужалықра ішлеме юлчы.
Ну, остальную часть мультфильма Ой, мы думаем, что Бураларчик. посмотрим в Ютубе. Они там размещены. Хайхизем Пожалуйста, был, на тогда этом мы ширым пока загр был завершаем. хурджи сутриште. Если у нас Артем на связи, пожалуйста, Артем, Ирагун Булдар, Хизепля, Шиннамар, Хавас Сана Гурма, Тебурхут, Хамар Чуваш Республики Сана Салам Яратпар, Пирень, конференции Кучинма Майтуб Нашин Тавдаватпар. Уважаемый Артем, мы рады приветствовать тебя на конференции. Пожалуйста, мы рады видеть сегодня и от души желаем тебе дальнейших успехов и думаем, что ты нам поможешь еще больше в такой инновационной работе. Юрать, шельпулинде Сирия Курмаста, мана Ильнеди? Ильдетпер, Петелай Хильденит. Ага. Юрать, ну, маншут па чавашла калашмала, менжинтизень шубашкарда чавашла калашмазан, ища чавашла калашмала. Тень албарухмана кужарать, ну, камна булин кужара. Кам полушать переньбан синхронный перевод туза бараганны? Кучаруйше? Пур. Ну, маншут па тезис сем кана кужарзан щидить. Итлейтпер тезисла кучарса бараща. Тархашин. Юрать. Абла Пулзан, эбе паян Сирия чаваш шильгиперги калазабарадып, менжинтизен эбе хам чаваш шильгине верендим, халь чаваш шильгине верентрем, вот, и ман кыштах опыт пур. Вот он перги паян калажас терем. Шединезем, чималдан шединезем, кунда санугерджик, ку санугерджик Уйлахра туна, хелихи Улахра, тень Александр Васильевич, он перги калазабарати на майрах. И беркунда вернет перкуман ушка, эбе кунда ердюжи, она курнмаст, эбе курнмастап, анчахта эбе пур кунда. Ментума, щедение щена чаваш щельги. Вот. Пиде козаклоиду, менжинтизень, чащазах калажаща, ай выращили монащидетище, тогда и тиде. Ну, чималдан, и бир чаваш инре пуранзам, палах тавралага анланас келеть. Менжинтизень кунда, вот вывеска. Кунда чавашла щирна. Е плакат, е шинзем, хойзем кущинче калажаща, палах анланас келеть. Хоже перезем. Эш вали кирлет. Если хрень, вот Шаганбек артист пур Шиллерман ушканран, унда Саша Шиллерман волчевашла лаях пилеть, и унба тепри манзагарам. Анчахта вол чевашла калашать палах, анчахта лаях ахмар. И чаще зах везем корпоратив зене, иртереще тогда и тиде, и палах она чаваш чельгине чельгин пельни читместь. Палах она чавашла лаяхрах пельмелле. Вот щактелевпор. Малала, вот если хрень кача каяс, и ман можерантова назем чавашла калажаще. Эбе анлан масту. Ну вот если хрень киригире лараще, калажаще, нимди анлан маламар. И тогда солдат-пур, эбхам чаваш пулзан, мана чаваш не помарищ. Ну, чаще зах пулаще, аджа чухне ашама же чавашла калашмасть, кайран щина, вот щин чавашла пелескелеть, аджахта она ивр. Хаманшул, эбе хам, эбе каланатора хам верендем, и мана пиди ивр пульджи, вот терес калада. Ку Андрееван кениги, кунда вот изеркурадор, щирим пиликмеш худ, кунда нарспи, палах кунда кунжарупур, анжахта маншу пашах текст пидиивр, и кунда нумай анлан маламар вранзем, шинзем анлан мащем, и чаще зах ага диалог, вот вулатпар, нимди анлан маламар, меньшинтизень кенигия, вот чи пельдеришли ябала, анландарза помала. И чаш-чазах, ага текст, вулар. Ну, вот сирень сарпур, кужар, анчахта грамматика перги, нимди анландарман и пиди евр. Манада евр, эбе чергежи пулзанда, мана евр. Агальщина пиди евр, эбе анланада.
И унхищен, эбэхам верентме пушларым, агаман ушкан, ну, терсбе калазан нумайрах пульджа, анжахта кунда манан ушканан пае, вот и бир верентример. Анжахтам чиги варьебала. Шидинезен чашчазах выходящук, жепур, Шимьепур, тогда и ты, и Шельбулинде, эбир верендример, чанахта, кашни эрнире, эбир пулатиль пулдамар, анчахта, ну, Иварпульче. Меньшинтезен пурберех перре эрнире щитместь. Чилая методика ползанда волщит месть. Школа джезем. Юра, чидине зембе анлан мала, вот школа джезем пергимень каламала. Кунда туемзем, вот чеваш туемзем, и аджазем е савазем калазабараще, е теперь е балатоваще, и палах кунда нума идузем. Чем алдан? Грамматика урла верндеща. Ну, юрать, водам шкулда вол Ергелли. Анжахта вот перемеш классра, щак система ишлеместь. Александр Васильевич репледеть. Меньшин тезень, щак аналитикала аппарат, вол аджат чухне, лаях ишлеместь. Вот тюрем слитпе ишлемеле аджаземпе. Анжахта чаш-чазах, веренюки нигизинже, вот щак система, таблица зем, падеж сем, тад форме зем, тада и т.д. и палах, ну, результат тухощ лайхахмар. Запушне, эрнире, пер иги вижи сихеть верензень, палах тухощ лайхах пулмасть. Палах. Вот Александр Васильевич тюрем мыслит певерендеть. Ну, вол он перги нумайрах калазабарать палах. И вот щак щене кинеге, щене метод, маншут палах вол узалларах, палах. Меньшинтезень вол казакларах. Кунда хитре. Вот щак санагерджикзем хитре куранаще. И палах аджа вот щак я бала пиди пельдериш. И щак тенине, когда даст келеть, Андрей Александрович Кибрик, вол пидипалажин, чельгежа, и, ну, кунда выросла щирна, анжахта маншутпа выросла, зир выросла волма пулдарадар, шанба эбе унпергиним декаламаста, анжахта теп шуха шкунда, менле. Шкулда, ивар. Вот Малдан пушла мала. Меньшинтезень шкулда кени чух, щин выросла колажать пулзан, унба ишлеме пиди ивар. Вот тюрем метод па, унба ишлеме ивар. И палах малакаят пар аджа паджаса джезем. Кунда ларутеру менле. Шуржа сети. Ага, кунда Тамерлан Камболов, Тамерлан Таймуразович вол пиди паллашин и вол мелекалас. Вот щак система жен тражать. Переврендигень аджазембе осетинла колажать, тепри выросла колажать. И щак система меньшень узалла. Меньшень тезень шкулда кени чух, аджазем ик чельгелле. Ирикин колажаще выросла, да, осетинла, да. Если хрень щемьере осетинла колажаще паузан, вот, аджа паджа садинже выросла веренище. Выросла колажсан щемьере, аджа паджа садинже осетинла веренище. И палах аджа паджа садже щитместь, палах шкулда ик чельгелли вереню ползан, идучук. Аджазем ик чельгелли калашма полдараще. Еварсам щук, идузем щук. И вот щак система, Юрий Николаевич Инер Каларев, Шубашкарда пер аджа паджа саджете щук,
чувашла калажагам, ажипача саджи, ищанба паллах, аджазем, шкулда, ну, пурди тене бедех, выросла калажащих хозем хушинче. И паллах, щакла рутарура, верендигензен, ишлеме пидиева. Вот. Ну, и тленижен тогда буш, пер я бала тогда калада, коллег Александр Васильевич Телек, терес калари. Эйбир хамар хушинче калажат пар, анжахта кам пире итлеть. Не гамда. Депутат Сэм Кельмеще, чиновник Сэм Кельмеще, аплаползан эбир шаке балазем нумай пелет перенде, меньшинтезен эбир челгижезем, анжахта тугаш кураскелеть, шельбулинде, вот тугашпа евардарах. Тогда бусире. Хушусине демеле, ыйдусине демеле, шаплакаласах вараскелеть, депутат сине, тогда чиновник сине, конференции резолюции шидереть прех, пирин шухажа везем плеще, анланаща дизе шутлат пренде. Мы доведем решение, резолюцию конференции до всех уровней, я так думаю, Сергей Дмитриевич, да ведь? Тогда мы лейдусем бур Артем Сергеевич Патне, кепрекаласах варадап, чевашлавал хой тюлень варенье. Я еще раз повторюсь, что он изучил язык самостоятельно. Ну, можете по-русски спрашивать, я, в принципе, понимаю, проблем нет. Я просто решил, что уместнее будет в моем случае выступить по-чувашски. Добрый день, Артем Константин Малышев из Казани. Мне вот интересно знать, по вашему ощущению, знание языка, вот когда вы жили в Чебоксарах и когда вы сейчас не в Чебоксарах, уже не теряется ли у вас? Ну, это вопрос хороший, потому что действительно вне среды сложнее, и я приношу извинения за те ошибки, которые наверняка в моем докладе были. Ну, я даже сам знаю, что были. Вот. Но действительно, уже прошло какое-то время, как я уехал из Чувашии, и сейчас поддерживать язык сложновато, но я старался. Спасибо. Артем Борлун. Добрый день, Марина Федина. Я понял. Да, очень приятно видеть и слышать. И сейчас мы провели просто очень хороший эксперимент благодаря вам. У нас присутствовал чувашский язык, да, и это был синхронный перевод шушутат. И это было очень удачно. Я благодарю своему переводчику. Оперативно вы решили эту проблему, и мы показали, что это возможно, это работает. И так нужно продолжать. И тогда будет результат. Вот мини-мини результат сегодняшней нашей конференции. Ну, даже если только это результат, это уже хороший результат. Да, в принципе, Александр Васильевич об этом вчера говорил. Мне кажется, хорошо, что мы сегодня об этом не только сказали, но и показали. Тогда будешь тогда иду Зимбури, хаклаштишь. Будут ли еще вопросы? Ну, в двух словах, еще раз, Артем Сергеевич рассказал о том, что ему было тяжело обучиться самостоятельно чувашскому языку, потому что те методики, которые у нас работали в наших школах, они немножко устарели. Вот вкратце, скажем так. Поэтому, наверное, Артем Сергеевич Сирин тогда мы не будем каламалы бур, пури? Табак Сирин. Тогда пусть тогда малалаши хунузим пулаши бульдизи жутлат бар. Ирай. Чебер. Он еще, теперь. Перень мускав ханизим был малача, Артеменко Ольга Ивановна, Каярах Пабуль, мы ее подождем чуть попозже, да? Шаванбада хакла стишсем, мебе хаман докладчине гусясшин, Манапурди Балаща, Ядранская Инесса Владимировна, директор Центра регионального развития Чувашского республиканского института образования. Непосредственно ресурсы, которые начали мы обсуждать уже, это вот методика обучения чувашскому языку, они непосредственно касаются, наверное, нашего института образования, нашего центра в частности. Я перейду сюда, с вашего позволения. Уважаемые коллеги, мы уже сказали, и Юрий Николаевич уже вчера говорил о том, что чувашское население в основном 90%, ну, более 90%
процентов он сказал, что билингвальные. Это, наверное, действительно так. Мы можем, ну, хорошо или плохо, скажем так, перейти с чувашского на русский, с русского на чувашский. Это не так трудно, может, есть, конечно, и речевые ошибки, но в любом случае мы можем говорить на двух языках, и если есть необходимость, перейти с одного на другое. Но в данной ситуации я подготовила доклад на русском языке, потому что формулировки и те термины, которые используются в образовательном пространстве, они в основном у нас на русском языке. Потому что все те документы, которые спускает к нам центр, они, естественно, у нас сначала на государственном русском языке оформляются. Сейчас, конечно, Институт образования у нас ведет работу по переводу терминологии. Есть уже глоссарий, вот Анна Семеновна, может, тоже расскажет еще немножко, что мы начали эту работу по переводу терминов, потому что для подготовки качественного доклада, для подготовки доклада, чтобы понимали все, нужно, чтобы терминология была на уровне. И мы с вами еще, уважаемые коллеги, посмотрели мультипликационный фильм. Казалось бы, что такого? Маленький эпизод, маленький мультипликационный фильм, но это требует очень много ресурсов временных и человеческих, кроме того и финансовых. Потому что профессиональных переводчиков, как бы мы ни говорили, что мы билингвальны, профессиональных переводчиков у нас наши вузы не готовят, к сожалению. Поэтому вот если будет такая возможность, было бы замечательно, если на уровне федерации будут такие вузы, которые будут готовить профессиональных переводчиков, которые будут владеть национальными языками и русскими языками. Это вот наше предложение. Далее перейду непосредственно к докладу. И хочу сказать, что оно будет, конечно, касаться системы образования в целом, потому что большая часть людей, которые болеют за сохранение родного языка, это, конечно, люди образования. Внесение изменений в Федеральный закон об образовании Российской Федерации в части выбора родителями обучающихся языка образования изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации внесла существенные коррективы в образовательный процесс национальных республик. Данные изменения заставили задуматься, но я еще раз подчеркиваю, к сожалению, в большинстве только работников системы образования о сохранении и развитии родного языка. Облик национальной школы, сформированный в 90-е годы прошлого века, устраивал школы работников системы образования, но, оказывается, стал невостребован у родителей обучающихся, которые выросли в данной среде и которые, как показывает практика, не готовы взять ответственность за сохранение родного языка. В целом, надо признать, что, уважаемые наши коллеги, это те родители сейчас выбирают родной язык, которых мы с вами обучили. Это те пишут заявление. Вот это показатель того, как мы их обучили. В целом обнажились и другие проблемы. Необходимость обновления учебно-методической базы, усовершенствования методики преподавания, информационные пространства и так далее. С какими проблемами столкнулись мы в части ресурсного обеспечения преподавания родного языка и литературы, помимо методики, которую озвучивали уже несколько раз? Необходимо, наверное, привести следующие примеры. Так. Сейчас, секунду. Куда надо? На следующий слайд можно, если что-то у нас кликер не работает. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, по данным Министерства образования, в настоящее время в Чувашской Республике действует 414 общеобразовательных организаций. В 164 школах у нас в начальном звене обучение ведется на чувашском языке, в 14 школах на татарском. В остальных 236 школах языком обучения является русский язык. Из них в одной школе еще изучается как предмет мордовский, правильнее будет эрзянский язык. Преподавание и изучение родных языков государственного языка Чувашской Республики организовано с учетом запросов обучающихся, как просит сейчас у нас федеральный закон. В школах республики родной чувашский язык изучает у нас около 56% школьников,
Вчера озвучивали проценты, которые были у нас в прошлом учебном году, это было 54,9%. Чуть-чуть у нас выправляется ситуация. Родной татарский язык около 2%, родной мордовский язык менее 1%. Остальные 42% школьников изучают родной русский язык. В образовательных организациях республики работает 589 учителей, преподающих родной язык и родную литературу. Это статистика Министерства образования Чувашской республики. За 2 года, с 2016 по 2018 годы, когда у нас началась проблема с внесением в закон об образовании, проблема с выбором языка, количество учителей сократилось на 28%. Конечно же, эти учителя не оказались на улице, они переобучились, перепрофилировались, но в любом случае это показатель того, что происходило в 2017-2018 годах. Средний возраст учителей родных языков, вот как вы думаете, сколько лет? За 50. Выше 51 года. В школах республики работает всего 5 учителей в возрасте до 25 лет. Это тоже кадры, это тоже ресурсы образования. Сложно ли возрастным учителям приспосабливаться к современным требованиям? Конечно, сложно. Но еще острее стоит вопрос, что будет через 10-15 лет, когда сегодняшнее поколение учителей уйдет из системы образования. Что нас ожидает? Ведь не секрет, что молодежь не стремится в школу. Также и заработная плата молодого педагога остается не на высоком уровне. Почему и как обучаются сегодня студенты, и какие кадры к нам придут, сегодня нам расскажет Татьяна Витальевна, как раз Чувашский государственный педагогический университет, декан факультета, который непосредственно готовит будущих педагогов. Конечно, в республике разработана система поддержки педагогов, проводится ряд мероприятий в целях повышения имиджа учителя родного языка. Так, распоряжением главы Чувашской республики у нас денежным поощрением в размере 100 тысяч рублей присуждается педагогическим работникам, подготовившим победителей разных олимпиад международного, межрегионального уровня. Педагоги получают денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, которые подготовили призеров этих олимпиад. Надо сказать, что данное решение было принято в 2017 году, и за эти годы уже 59 учителей получили данные поощрения в размере около 4 миллионов рублей. Это, конечно, существенная поддержка и повышение имиджа учителя. Ежегодно проводится межрегиональный конкурс учителей чувашского языка, в котором принимают участие более 40 педагогов Чувашской республики, Татарстана, Ульяновской области. И победитель данного конкурса, у нас они участвуют с 2007 года в конкурсе «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский язык». Именно сегодня мы будем связываться с руководителем Ассоциации учителей родных языков и непосредственно руководителем данного конкурса с Артеменко Ольгой Ивановной. Чувашский республиканский институт образования в рамках курсов повышения квалификации ставит одной из основных задач подготовку педагогов к реализации задач становления гражданской идентичности школьников. Только в 19-20-х годах курсами повышения квалификации охвачен 271 учитель чувашского языка и литературы. То есть нельзя сказать, что государство не поддерживает. Разными способами идет поддержка учителей. Новые реалии потребовали и новое учебно-методическое обеспечение. Специалистами Чувашского республиканского института образования разработаны программы по родному чувашскому языку и литературе. Если можно, следующий слайд. Уважаемые коллеги, мы можем с гордостью уже сказать, что у нас все программы по всем направлениям, по чувашскому языку, литературе, литературному чтению, государственным языкам, все они попали в реестр примерных основных общеобразовательных программ. Это федеральный реестр. Если кто-то еще не ознакомлен, последние программы попали сюда в сентябре, они выставлены, в реестре все есть. Есть они и на сайте Института образования. Вы смело можете пользоваться ими. Это большая работа проделана последние 3 года с внесением изменений в федеральный закон. Вот видите, это 12 программ, все они в реестре, еще раз я уж повторяюсь.
Разрабатываются новые линии учебно-методических комплектов для школ с русским языком обучения по литературному чтению на родном чувашском языке и чувашская литература. Я здесь немного поясню. До 2017 года мы с вами в городских школах обучали чувашскому языку как государственному языку Чувашской Республики. В школах, которые расположены на сельской местности с чувашским населением, мы изучали родной язык и родную чувашскую литературу. С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов в русскоязычных школах также родной чувашский язык мы изучаем теперь как родной язык. И вот для данного уровня обучающихся у нас учебники отсутствовали. Разработка этих учебников начата, поэтому 5, 6, 7, 8 класс уже учебники, рукописи учебника, которые одобрены научно-методическим Советом Министерства образования Чувашской Республики, они находятся на сайте Института образования. Наши педагоги активно используют. И я вот пользуюсь случаем, сегодня у нас Алена Андреевна здесь. Она автор этого учебника. Спасибо большое. Продолжаем эту работу. На подходе у нас 9 класс. Мы к концу декабря, наверное, его сформируем. Также начата работа и по литературному чтению для русскоязычной школы. 1 класс уже готов, также на подходе уже 2 класс. Подготовлены электронные формы учебников, о чем говорил у нас вчера Юрий Николаевич. Это чувашский язык для 1-4 классов русскоязычных школ, чувашский язык и литературное чтение на чувашском языке для 1-4 классов чувашскоязычных школ. Зачем это нужно, хотелось бы вам спросить. Мы с вами сказали, что мы попали в федеральный реестр программ. Дальнейшая работа состоит в следующем. Для того, чтобы учебники попали в федеральный перечень учебников, как того требуют у нас наши стандарты, и полноценно в школах республики мы использовали учебники, которые уже в федеральном перечне учебников, нужно, чтобы учебник комплект состоял из 3 составляющих, кроме программы, которая в реестре. То есть это сам учебник, это учебно-методическое пособие для учителя и дополнительные пособия, электронные формы учебников. С чем у нас как раз была проблема, в течение ряда лет у нас не было программистов, которые могли спрограммировать электронные формы учебников для 3 носителей электронных. Это планшет, электронный компьютер в формате и на телефоне. В 3 разных форматах электронная форма учебника должна работать. Чувашский республиканский институт образования с 2017 года проводит эту работу. И сейчас мы сотрудничаем с издательством «Просвещение». И поэтому Юрий Николаевич уже говорил о том, что мы надеемся, что в ближайшем будущем Чувашское книжное издательство, которое является издателем этих учебников, авторские права у них, войдет в федеральный реестр, потому что другие субъекты не могут войти и получить разрешение на прохождение экспертизы учебников. Но все же остается проблема в данном направлении. Подготовка учебно-методического комплекта – сложная и кропотливая работа. Если можно, пролистаем еще несколько слайдов. Вот у нас учебники, еще один слайд. Электронные формы учебников, они сегодня выглядят таким образом. Они доведены до всех школ. Что собой представляет электронные формы учебников? Это бумажный формат учебника плюс тренажеры и разные упражнения к ним. Иллюстрация, и аудио-видеофайлы. То есть это тот же учебник, но обогащенный. Дальше, пожалуйста, если можно. Какие проблемы? Я уже остановилась, что подготовка учебно-методического комплекта – это кропотливая работа. За 1 год, за 2 года, к сожалению, учебно-методический комплект подготовить невозможно. Во-первых, здесь нужна совместная работа ученого, методиста и учителя. Во-вторых, для формирования всего комплекта необходимо сформировать весь комплект сразу. Это вот учебник, методическое пособие, электронная форма учебника. И в-третьих, необходимо, чтобы учебно-методический комплект для выявления достоинств и недостатков прошла апробацию. Третье звено часто у нас вообще выпадает. Лучше всего получилось у нас с учебниками Калага, которые вы как раз подготовили по инициативе
Александра Васильевича Блинова. Как раз этот учебник уже 1, 2, 3 и 4 класс проходит апробацию в школах нашей республики. Пока по ним занимаются не все школы, но если апробация будет... 4 класс, кстати, у нас вышел, Александр Васильевич? Нет еще. Мгм. Ну, выйдет, надеемся, в любом случае. И поэтому мы думаем, что вот потому, как пройдет апробация этих учебников, будет принято решение, будем мы распространять этот опыт в другие школы, либо нет. И еще один фактор. К сожалению, придерживаться, я сказала, всех требований невозможно. Остро стоит вопрос у нас в кадрах. Если средний возраст учителей, мы говорили, более 50 лет, средний возраст авторов учебников и пособий – 63 года. Молодых ученых данная деятельность не привлекает. Методистов в республике у нас считанное количество. Поэтому вот при всем желании, при всем хотении, вот такое слово я употреблю, выложить и положить сразу всю линейку учебников у нас не получается. И, на мой взгляд, здесь необходимо продумать на федеральном уровне о системе подготовки научно-методических работников для национальных школ. Однозначно, государственная поддержка нам нужна. Например, это может быть выделение квот для обучения в ведущих вузах России, которые занимаются проблемами национальных школ. Потому что методистов, еще раз говорю, у нас катастрофически не хватает. Поэтому вся вот эта непосильная работа сейчас ложится на преподавателей института образования, которые непосредственно работают повышением квалификации учителей родных языков, и на учителей-энтузиастов. Обеспеченность учебными пособиями, вот уже, как мы с Александром Васильевичем услышали, тоже оставляют лучшего, также не на уровне. Так, во втором квартале 2020 года мы провели мониторинг изучения потребностей общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, в учебных пособиях для преподавания и изучения предметов этнокультурной направленности. Мониторинг проводился у нас с использованием интернет-технологий, участие было добровольное, и при проведении анализа учитывались пособия, имеющиеся в книжном фонде библиотек общеобразовательных организаций. Школам был предложен список из 46 наименований пособий, изданных Чувашским книжным издательством. И как показал мониторинг, у нас в школах республики не хватает более 100 тысяч учебных пособий по всем направлениям. Здесь у нас вот Елена Викторовна, которая тоже переживает у нас за учебники, учебные пособия культуры родного края. У нас есть такой предмет этнокультурной направленности, истории и культуры родного края. Школы города Чебоксары массово занимаются и преподают историю культуры родного края с 1 класса. И, к сожалению, именно этого учебника в большинстве не хватает в школах. Но, может быть, это преждевременно пока, но в любом случае сейчас выделены средства на закупку учебников. Я думаю, вот и Калаха в ближайшем до Нового года выйдет, и дополнительные тиражи культуры родного края тоже у нас будут. Острой на сегодняшний день остается ситуация по включению учебников по родным языкам в федеральный перечень учебников. Об этом уже я сказала. Как отмечает глава Комитета по делам национальностей Госдумы Российской Федерации Ильдар Гальмуддинов, в настоящее время только у одного народа, у татар, есть вся линейка учебников на родном языке. Сложная и финансово затратная схема не способствует активной работе по обновлению учебно-методических комплектов по родным языкам и соблюдению законодательства в этой сфере. Все же за последние 2-3 года в федеральный перечень учебников вошли учебники по 15 родным языкам из числа языков народов Российской Федерации. Абазинский, алтайский, башкирский, бурятский, татарский, удмуртский, чеченский, якутский, тувинский. К сожалению, в этом перечне нет наших учебников. Надеемся, что Чувашское книжное издательство вплотную займется вопросом по вхождению учебников в федеральный перечень учебников. В настоящее время у нас полностью готовы комплекты по чувашскому языку для 1-4 классов с русским языком обучения, школ с русским языком обучения, и по чувашскому языку и литературному чтению для 1-4 классов школ с обучением на родном чувашском языке. Нерешенной остается у нас проблема по переводным учебникам. Нужно сказать, что для получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации школы
эти учебники нужны для получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. Школы, расположенные в чувашских селах, использовали переводные учебники по математике и окружающему миру, которые были изданы издательством «Просвещение». Их переводили у нас в книжном издательстве, перевод был, ну, как бы прямой, скажем так, правильный, но аналог указанных учебников у нас был в федеральном перечне, но в настоящее время требуется, чтобы учебник на чувашском языке повторно был включен в федеральный перечень, что требует опять финансовых ресурсов. Данная коллизия привела к тому, что сегодня в школах, расположенных в чувашских селах, нет переводных учебников. Мы вот выезжаем в разные школы, спрашиваем, как обучают. Сегодня все школы, хотя они называются с чувашским языком обучения, преподают по учебникам на русском языке. Еще одной причиной, из-за которой школы перешли на русский язык обучения, является внедрение всероссийских проверочных работ, которые подготовлены только на русском языке, без учета школ с обучением на родных языках из числа языков народов Российской Федерации. Если мы говорим, почему вы не преподаете на чувашском языке, нам учителя отвечают, а нам надо готовиться к ВПР, потому что дети не поймут, какие задания им дают на русском языке. Есть и третья причина, может быть, даже основная, на которую указывают сами школы. Об этом мы уже говорили чуть раньше, что в детских садах реализуются в основном программы на русском языке. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, которые определяют порядок, содержание образовательной программы каждого детского сада в нашей стране, не упоминает о создании условий для реализации образовательной программы на родном языке. То есть дошкольники должны обучаться на русском языке. А в примерной основной образовательной программе дошкольного образования даже не прописана возможность реализации программы на родном языке и ее механизмы. То есть надзорные органы требуют соблюдения законодательства, дошкольная образовательная организация соблюдает законодательство и не изучает, и не преподает, и не говорят на родном языке. Встает вопрос, сможем ли мы без обучения на родном языке сохранить родной язык? Вот этот вопрос у меня перекликается с вопросом Александра Васильевича. Немного остановимся на информационном пространстве образовательных организаций, которые как ресурс также влияют на формирование положительного отношения к родному языку. В зале у нас очень много педагогов. Вот если спросить, в целом, на каком языке информационное пространство школ, все дружно скажем на русском, кроме кабинета чувашского языка. В целом, если вот так посмотреть, то в 80% школ информационное пространство сводится к тому, что оформлен и размещен стенд с государственной символикой Чувашской Республики и есть текст гимна Чувашской Республики. Так? Так. Необходимо формировать реально действующее информационное пространство. Следующий слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, эту проблему мы озвучили еще. Это тоже озвучили. Информационное пространство. Что желательно бы предусмотреть? Оформление сайта образовательной организации. Это не требует таких финансовых вложений на чувашском и русском языках. Размещение специальных баннеров на чувашском языке. Их очень мало. Оформление всех указателей, вход, выход, расположение и наименование учебных и других кабинетов на чувашском и русском языке. Это тоже не требует больших вложений. Оформление стендов на чувашском и русском языке, об истории Чувашской Республики, о выдающихся людях, значительных исторических и политических событиях. Оформление рекреаций, мини-музеев, классных уголков. Кстати, классные уголки тоже не требуют таких сильных вложений, которые бы нужно для этого. Оформление кабинета чувашского языка с использованием современных подходов к оформлению образовательного пространства, в том числе с использованием единого брендбука. Ну и многое другое, которое вы сами можете внести свои мнения. Немного остановимся еще на интернет-ресурсах. Мы уже говорили, в школы республики мы довели электронные формы учебников по чувашскому языку и литературному чтению. Но и здесь образовательные организации натолкнулись на ряд препятствий. Вроде электронные учебники есть, а использовать некому.
Не во всех школах есть устойчивая высокоскоростная интернет-связь для использования ИФУ, потому что их нужно загружать на компьютеры. Отсутствует широкополосный доступ в интернет. Если доступ в интернет есть, то в кабинете директора. В остальных классах нет. Не во всех классах есть компьютерное оборудование. Не все обучающиеся, потому что электронная форма учебников предполагает, чтобы мы могли задавать домашние задания ученикам. Не все обучающие имеют технику интернет. Это в основном сельская местность имеется в виду. Ну и последнее – это нежелание самих педагогов обучаться работе с ИФУ. То есть учителя тоже не хотят выходить из зоны комфорта. Активно развивается у нас чувашский контент в интернете. Об этом говорили много вчера, показывали и сайты на чувашском языке, и Яндекс.Переводчик был показан. Большое спасибо, конечно, энтузиасту, который непосредственно ведет эту работу. Это Николай Плотников, создатель сайта Чуваш Халах Сайча. Большое спасибо чувашской инициативной группе «Хавал». Это у нас Александр Васильевич Блинов. С программой «Калаха» действительно очень интересно. И когда у нас вопрос встает, когда мы передаем нашим чувашским диаспорам учебники, когда они спрашивают, взрослое население спрашивает, мы всегда ориентир даем именно на учебный комплект «Калаха», который в интернете. Большое спасибо. Чавашла Вренейтпер. Неоценимый вклад вносит в это направление Андрей Владимир Юрьевич, директор Михайловской школы Цивильского района, который с 2011 года ведет интернет-телевидение «Школ ТВ» и 2012 года журнал «Школда». И вот Анна Семеновна, наверное, тоже скажет о том, когда вот мотивация у нас, как мы мотивируем своих обучающихся, именно он рассмотрел возможность создания портала для обучения, дистанционного обучения на чувашском языке. Вот есть энтузиасты, нужны еще государственная поддержка, как говорил ранее Александр Васильевич. Безусловно, для этой работы нужны ресурсы и человеческие, и финансовые. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Можно. Должны вестись, скажем так. И проблема была в том, когда в 2017 году говорили об ущербе, не ущербе русскому языку, наши надзорные органы прошлись по нашим школам, сказали, федеральный перечень, учебники, переводные учебники, окружающий мир, ну, скажем, которые преподаются в начальных классах, не вошли. Почему они должны были на чувашском языке, еще в этом мы не поняли, и изъяли эти учебники. То есть сейчас у нас предмет учебники на русском языке, учебники окружающий мир, скажем так, учебники математики, учителя ведут на двух языках. То есть для того, чтобы донести до ребенка, который говорит на чувашском языке, они говорят и на русском языке, и на чувашском языке, на двух языках. К сожалению. Еще есть вопросы? Спасибо. Тогда, Сергей Дмитриевич, у нас есть возможность с Ольгой Ивановной связаться? Да, значит, связались с Ольгой Ивановной, ее вызвали к руководству, она чуть попозже присоединится к нам, значит, потому что мы, как сказать, искусственный интеллект еще не дошел до такого состояния, что можно было из машины, там, из других мест без компьютера выходить на онлайн. Чуть позже. Значит, я хочу предоставить слово, с вашего разрешения, самому дальнему представителю, значит, из наших докладчиков, значит, это Сахалинская область, для информации. Вот многие даже вчера из ваших коллег, когда мы обсуждали, где находится Сахалин, они говорили, ну это где-то ближе, там, где находится Якутия, там начинает там и так далее. Сахалин это далеко, это остров, до него 8,5 часов лета. Так Ольга Евгеньевна, сейчас директор централизованной библиотечной системы, это еще прилетаешь на Сахалин, садишься в поезд и 16 часов еще едешь на север Сахалина, где проживает компактно две народности, Нивхи и Уильта. Вот она расскажет о деятельности по поддержке этих языков. Ольга Евгеньевна, пожалуйста.
Вот наш Сахалин, Хабаровский край через пролив Татарский. И территория небольшая совершенно нашего района. Но вот эти все нефтяные вышки находятся именно на территории нашего, на шельфе нашего района. Ничего не двигается. Куда мне указывать? А, говорить, то есть, да? Говорить, что ли, или что? Мгм. Ну, следующий. Да, следующий, давайте, это я уже сказала. Вот, на территории нашего района работают 3 крупных нефтяных компании. Это Сахалин-1, Сахалин-2 и Сахалин-3. Это вид нашего поселка сверху, красненькие доми, крыша, это наша библиотека. Население у нас всего 11 971 человек. Городское население есть и сельское. Проживают у нас нивхи и ульта. Это малочисленные народы севера. Вот так выглядят нивхи еще в середине прошлого века. Вот именно так они выглядели. Это самый древний считается народ, который заселил Сахалин. Это ульта, оленеводческий народ, но их всего 350 человек. Их родные языки находятся в Красной книге языков народов Российской Федерации. Это вот наша библиотека и коллектив небольшой. А что мне сделать? Ну, давайте подойду. Угу. Вот, следующий слайд. Да что ты будешь делать? Я же это самое сказала, убрать время. Он не листается по времени. Не знаю, откуда там время взялось. Я не устанавливаю время. Ладно, давайте там уже найдем, что выйдет. На протяжении многих лет, на протяжении 18 лет, наша библиотека занимается помощью в возрождении и сохранении языков. Понятно, вы говорите такие все проблемы, которые существуют, но у вас не такое количество малое людей, носителей языка, как у нас. Поэтому мы занялись тем, что стали помогать им выпускать книги. Поняли, что чтобы возродился язык и чтобы он жил, нужна языковая среда. А что формирует нашу языковую среду? Языковую среду формирует телевидение, формирует литература, формирует... Ну, что еще? Нужно, чтобы были носители, можно было, чтобы разговаривать, да? Если у нас носителей одного другого языка осталось 1, 2, 10 человек, то о какой среде можно говорить? А чтобы
в школе не преподается, преподается только на факультативной основе. И, соответственно, что-то читать у людей нет возможности. Да, вот это современные наши ульта и нифхи. Это так они выглядели еще в середине прошлого века. Это ульта. Так, вот. На протяжении 18 лет проектной деятельности мы написали 55 проектов различных грантодателей для помощи, для создания книг. Вот это старшее поколение, клуб Нефхинка, которые еще помнят свою культуру и которые еще владеют языком. Ну, в разной степени. Вот за 18 лет издано у нас 27 книг. Из 3755 книг на языках народов нашей библиотеки 2306 это издано нашей библиотекой. Но так как язык очень редкий, если у ультинского народа есть родственники тайвенки, то нифхи – это тот народ, у которого нет языка родственника. Их не отнесли ни к какой группе. У нас в мире насчитывается 9 языков. Единственных среди них и нифхи. В связи с этим он вызывает очень большой интерес у лингвистов, у научного сообщества. Вот несколько фотографий с людьми, которые занимаются этими языками и стараются их возродить. По словам Екатерины Груздевой, нифховеда, она говорит, что, конечно, если уйдет ультинский, ну их всего 350 человек живет, у них есть родственник, но очень обидно будет утерять нивский язык, потому что он единственный. В какой-то момент мы пришли к выводу, что культура так же уникальна, как и язык. И стали создавать вот такие книги произведения искусств. Книга «Легенда», национальная легенда печатается на родном языке, на русском языке и на английском языке. И иллюстрирована изделиями произведения искусства. Вот здесь именно панно из рыбьей кожи. Вот. Следующий проект – это фольклорно-этнографическая мастерская. Мало того, что мы показываем и рассказываем детям, носителям культуры, как делать панно из рыбьей кожи, и еще все это рассказывается им на ультинском языке. В результате вышла книжка «Каменная женщина», иллюстрированная поделками детей, панно детей. Очень интересная. Вот. Это стали появляться люди, которые хотят заявить о себе. Как они говорят, пишем душой. Это носительница ультинского языка и культуры живет. Они живут, ну, просто одна семья, стойбище, да. Вот. И она боль свою, боль за язык, боль за народ выложила в стихотворениях. Да, очень часто нам говорят, ну вы что вы печатаете, а вот высота слога, правильность написания. Вы знаете, с высоким слогом и с правильностью написания никто не пойдет в наше вене и не будет о них писать. Но должна сказать, что мы когда приехали в Москву с этой книгой, привезли всего 5 штук, думаем, ну кто тут без высоты-то слога будет брать. Вся разошлась. Подходили женщины, плакали и говорили, продайте нам. Ну, мы отдавали, потому что настолько трогательно написаны эти стихи. Ну и
также стараемся писать, записывать на родном их языке. Вот. А иллюстрировали книгу ее брат, который занимается выпасом оленей и в тундре, на коленке, в палатке. Вот он рисовал вот такие вот трогательные иллюстрации. То есть у человека нету ни образования никакого художественного, ничего, но стоит ульта, стоит наша сахалинская лиственница, и на нем сидит наш соболь. Также у нас проживает Владимир Михайлович Санге, это первый невский писатель. Я думаю, языку еще повезло с тем, что все-таки он у нас есть. Вот, у него есть книги, раньше они почему-то в советское время все выпускались на русском языке. На невском языке почти не было. Работая с ним, мы издали его сказки на невском языке. В этом году Якутия издает его семитомник. И тоже перевели несколько рассказов на невский язык. В этом году ему исполнилось 85 лет, так его 85-летию мы издали такую книжку, куда собрали все его лирические произведения. Потому что он всегда рассматривался как прозаик, и впервые мы его рассмотрели как лирика. У него очень интересные песни, очень интересные стихотворения, относящиеся к женщинам. Проиллюстрировали мы сюжетными композициями из нашего краеведческого музея, женскими образами. Очень интересная получилась книжка. И вот первая песня «Дороги, уводящие у меня женщину» на нивском и на русском языке. Вот. Еще один проект этого года – это «По-ультински говорите». Мы выпустили разговорник, пользуясь которым можно разговаривать на ультинском языке. Иллюстрировали сборник тоже картинами нашей ультинской художницы. Она член Союза художниц и оживила очень своими иллюстрациями этот разговорник. Вот видите, как он выглядит. У нас действуют языковые гнезда. Языковые гнезда, как сказала Екатерина Юрьевна Груздева, они как-то у вас работают по-другому, не так, как везде. Но очень интересный опыт. Вот. И поддерживая языковые гнезда, мы поняли, что нужно сохранять звучание языка, чтобы люди понимали, как правильно говорить буквы, как правильно говорить звуки. Вот. И стали записывать, делать аудиокниги. Это вот первый наш такой опыт, очень интересный. Понятно, что на низком языке у нас там или на ультинском носители озвучивают, а русский язык очень сложно озвучить. А это, как бы непонятно, наверное, неинтересно будет, если не будет русского звучания. Поэтому вот к нам приезжали артисты, мы его прямо со сцены поймали и попросили озвучить нашу первую сказку. Вот Сергей Варчук нам это дело делает в 2 часа ночи среди стеллажей в библиотеке. Вот. Ну а дальше решили, что нужно не только книги делать, а записывать еще и аудиословарь. Аудиословарь, где звучит нивское слово. Ну вот это книжек столько озвучено, но 8 книжек – это сказки Владимира Михайловича Санги и 1 сказка ультинская «Мама крыса на мама жаба». А вот это уже работа над словарем. Вот. Следующий проект – это «Учимся говорить по-ультински», когда носительница, она последняя у нас носительница ультинского языка, собрала ребятишек, взрослых, всех желающих изучать язык, и провела 15 уроков, потому что в школе это не проводится. Провела 15 уроков, это у нас в центральной библиотеке, и вот видно, что собирались ребятишки в месте компактного их проживания, села вал, и
по WhatsApp могли, не по WhatsApp, а по Zoom могли видеть, слышать и общаться, заниматься на занятиях. Вот проект «Ультинский фольклор для малышей». Это такая была книжечка у нас сделана, тоже на 3 языках: ультинский, русский и английский, где для детей, для маленьких изучают, как кричат птички, какие есть. Вот. Английский язык озвучивал у нас ученик 10 класса Ярослав Алешин. И вот так это выглядит. А можно выйти вот по ссылке? Я хочу показать вам, как действует обучалка. Мне кажется, такие обучалки стоит делать. Что, не открывается? Тут есть. Ну ладно, не открывается, может откроется. Вот справа, видите, там переключаются кнопки звучание, звук на ультинском, звук на русском. Это переключается. Одновременно может, видите, внизу текст. Это ультинский язык. Можно переключить, будет титры на русском языке. Можно со звуком, можно без звука. То есть это такая игрушка, которой играешь и можешь вполне, ну, для ребенка это интересно, изучать свой родной язык. Так. Зависла. А? Вот, пошел. И в этом году мы сделали первый нивский мультфильм «Шаман». «Шаман» на нивском, на русском и на английском языках. Сделали специально их отдельно. Вот, иллюстрации к мультфильму тоже наша художник рисовала. Так как мы сотрудничали с Татар-мультфильмом, поэтому очень много работали над тем, как будут выглядеть люди, как будет стоянка выглядеть, как все будет выглядеть, потому как, ну, я думаю, что татары рисуют татар, а нам хотелось, чтобы это были все-таки нивхи. Вот, показала тут вот наше видение нивхов и шамана, и вот что в результате у нас получилось. Ну, конечно, это все-таки мультяшные. Разместили мы их на сайте нашей Ноблевской библиотеки. Еще хотела сказать, что там вся озвучка, все звуки, все наше. То есть море шумит, наше Охотское море шумит, потому что наш звукорежиссер, мальчик наш, он ездил специально на море, записывал звуки моря. Сами нивхи записывали звучание инструментов своих национальных. Ходил в лес, записывал птичек. То есть полностью погружение идет, ну, в нашу сахалинскую действительность. Вот. Нивский алфавит, он содержит 46 букв. Вот. Это нивские узоры, а это буквы национальные, вытравленные из этих узоров. Это таким образом мы привлекали внимание уже на протяжении многих лет к тому, что нету у нивхов своих шрифта своего. Вот. Ну, вот проводили на выставке Сахалин автобиография, использовали эти буквы. Вот, выпускали и веера были с буквами, ну, всякую работу проводили. Но почему-то наша страна считает, что, ну, раз их мало, значит, им и не нужен шрифт. Вот. А чтобы сохранить язык, язык должен прописаться сейчас обязательно в интернете. Тут как-то прозвучало, что, может быть, сегодня, да, что, может быть, стоило там что-нибудь сделать, мультфильм, а не конференцию. Неправда. Конференция у нас приехала, еще не начала даже работать. У меня появился шрифт лицензионный.
с раскладкой на клавиатуре – это нечто. Вот. Да, благодаря людям, которых привезли, да, Андрею Чемышеву, Дмитрию, да, вот, огромное им спасибо. Поэтому такие конференции проводить надо. Ну и сейчас я предлагаю посмотреть мультфильм «Шаман» на невском языке. Чам нивн кешкдохвит, нивгон вот шевигаврт, нивгон муспиров маг янгвит мшидв. Кас тятят пиабы торок маш чахтхух амамшвит. Тол чахтхых мифтхы варагуш амамшвит дуйдигавш. Ахвир милит, я касти вышк мидгун. Наш тем ягзут, тангс анило лазит, янг пхышпшит. Ышпшигаврт, помешанг шошпшит. Ышкыштхыфит нивгун ин йордгун. Нивгун чамдохтав айдгун. Янг муспирох махш помешанг тафтох ютит. Хорош икс мам ейн. Нафху помешанг маршанг муйник. Хемдиш нивгундох фимут. Няндош мух чамун помешанг ятмут. Ярав комифиш магиш ярва. Нивгун я мытькыл там квышк иды тадгун. Хут там гузуш кымы магеш хагут. Ахняндош мух втыкырт. Чаму нахш махакра ярра. Нивгун абыны пихта тастохтин вера. Ахмур вняк швыш кунут, лон куч, кен марш, харинан ин чам чирмам мшидун. Муспиух ян марш, мам ирт, ян керра, пыч аумра,
Hıççırmam dağrora. Ahning ırn hunut. Ушанк ытреш пайпойк виш чам тав пылн. Невгун идыба помешан уйе. Хуба чаму помешан наш винит. Ян ит. Ни вигай, тақар юве, ни пхын ширеридра. Тақар юве, ни захтив атқойдра. Қастеу тывтоқ мүдгу, тывтоғу чам вид. Это народная легенда, говорящая о соблюдении традиций, о терпимости. Вот, уехал шаман в море, да не как все, а пошел по морю, как вы видели, и вернулся с дельфин-женщиной. И чтобы дельфин-женщина стала земной женой его, она должна была 9 дней просидеть в чуме. Люди все ей построили чум, а жена земная злилась. Ну, видно было, как она злилась. Вот. И не выдержала они 9 дней, не ждали, когда увидят новую жену. Она взяла и перевернула этот чум. И дельфин-женщина улетела. На следующий день шаман пошел искать ее. И сказал всем: не плачьте и не кричите, нельзя, а то слезы замоют дорогу, и я не вернусь. Но жена опять не выдержала. Шаман ушел, она заплакала, и он не вернулся. Пожалуйста. Светлана Михайловна. Спасибо, Ольга Евгеньевна. У Светланы Михайловны уже есть в голове проекты, к чему стремиться. Уважаемые коллеги, хаклаштишсем хали перень, канова хача, столовой не, кофе, эшме, юнашар, пилим.